Значит, ну, видели, наверное, все по видеороликам, мы условно организованной колонной направились в сторону улицы Интернациональной. Вообще было первоначальное такое, как бы посыл идти к КВС, но понятно, что через весь город не пройдешь, поэтому мы просто решили идти там, где больше людей, чтобы они к нам присоединялись, и максимально большее количество людей участвовало в этом протесте, это можно так назвать. Ну вот и мы по улице Ленина, как только прошли напротив облсполкома, сразу автобус с ОМОНом, красненький такой, теперь его все хорошо знают, и два УАЗика. Перекрыли полностью улицу с той и с той стороны. Ну и нас в автобус так, не сказать, что жестко, но довольно энергично забросили и повезли в центральный РУВД. Вот. В центральном РУВД я все время я такой вообще не терплю вот этой вот милицейского излишества всего. Постоянно возмущался. Ну и в центральном РУВД меня первого туда сразу, значит, типа на допрос, на составление протокола. После этого я ребят уже не видел. Меня держали в центральном РУВД где-то до 1:30 ночи. Так называемом стакане. Ну, меня допросили там все. Все уже расчехлили, сняли шнурки. То есть я понял, что все, я буду сидеть. Ну, вот. Ну, мне, в принципе, подполковник, который допрашивался, сказал все. Он выделил 2 протокола, это 2 производства, минимум 30 суток. Я уже понимал, что я буду там. Все, да, завезли меня, поселили в ВВСе. В понедельник был суд. Суд был в центральном районе. Суд был быстрый, одна милиция присутствовала. Ну, минут 10 я буквально там пару слов. Ну, не было смысла ничего, все заряжено. 15 суток, 23-34 и 23-4, стандартная тема. То есть участие в несанкционированном митинге, они меня выставили членом организатором и, естественно, сопротивление. Стандартная тема. Все, я поехал на первые 15. Да. Да. Ну, они посчитали, когда в автобус, я эмоционально выражался, у меня вообще эмоциональное такое отношение к сотрудникам. Вот, они посчитали, видимо, это сопротивлением. Я должен был так молча воспринимать вот эти вот все действия милицейские, которые шли просто мы по улице, ничего не делали. Да, мы выражали довольно четко и понятным языком свою гражданскую позицию. Но в нашей стране это запрещено. Поэтому мы оказались там, где оказались. Да, я сидел спокойно, я знал, что будет второй суд, поскольку уже 2 протокола было на меня. Вот, и за 2 дня, по-моему, мне принесли извещение, что завтра у меня будет суд. Я поехал второй раз, опять же, в центральном, уже судья мужчина был. Вот, там было еще быстрее все. Ну, потому что присутствовал я, конвой из ОМОНа и 2 сотрудника МВД в штатском. Вот они постоянно присутствуют, постоянно с красными лицами, постоянно запахом вчерашнего застолья. Поскольку они пьют 13 лет, я это быстро ощущаю сразу. Вот они грубо себя очень вели, вот самонадеянно. Все, значит, ну, по второму протоколу у меня там только было, они в Ютубе нашли, вот, и господин в УВД областном, Файзулин, который занимается вот всеми вот этими политическими преследованиями, он четко выделил 23-34, там, то есть, подчинения не было, там просто был монтирован видео, там милицейский не присутствовал. В общем, за это 15 суток за участие в несанкционированном культурно-массовом мероприятии, так они называют полностью. Вот. Все, я поехал в родную хату, как там говорят, ну, вот, 2,7 на 3-м этаже, и добывал там. Самая тяжелая это изоляция. 23 часа в сутки сидишь один, вышел на прогулку, сидишь один. Так как я не питаюсь, вообще с баландерами я тоже не общался. Ну, изоляция. И, конечно, условия, это не санаторий, это все-таки изолятор временного содержания. Жарко, вода из-под крана. Ну, такого плана. Но я бы сказал, это не самое страшное, что есть в нашей жизни. То есть это можно пережить, 15, даже 30 суток. Ну, будем говорить дальше, но потом, как лепили еще, это уже тяжело. То есть уже начинает немножко не то, что крыша ехать, а уже какие-то определенные в голове вещи происходят. Чем-то надо занимать. Я медитацией занимался, то есть есть навыки. Я там старался не думать о семье, чтобы не волновать себя. О отвлеченных вещах таких думал. Вот. Ну, вроде по разговору и по виду как-то вышел адекватным.
скажем так, оттуда. Я, когда туда присел, Тихановский уже сидел в ВВС. И что нам удалось, мы с ним общались дней 5. Мы когда выходили гулять на прогулку, там 6 прогулочных двориков, и 6-й самый большой. И Тихановский был в 6-м, самом большом. И у нас было как бы такой пароль «Стоп-таракан, но пасаран». За это очень жестоко нас карал персонал, кричал на нас. Ну, вот, давили, значит, угрожали, что отменят и прогулки, и закроют форточку. Но мы все-таки таким вот образом как-то коммуницировались, потому что там ну, невозможно коммуницироваться. И мы с ним какие-то вещи говорили, он мне кое-что информацию дал, так фрагментарно, но я понимал, что что-то происходит за забором. Ну, вот. Ну, конечно, полной информации не было, и у него уже тоже, он же тоже сидел, поэтому... Нет, коли его закрыли по криминалке. Нет, нет. Я это узнал потом и узнал от людей, которые уже не из нашего движения, а люди, которые за алименты там сидят. Они как бы тем интересуются. И вот через окно мне такая информация, что вот в Гродно был этот замес, и значит, его закрыли по уже уголовному кодексу, по статье Уголовного кодекса. Вменяют ему. Вот. А почему ты в одинарке был? Чтобы все знали, все, которые по 23-34, 23-4, они все сидят одни. Все. Все ребята, которые заезжали 7-го, вот нас там, я не помню сколько, 7 или 8 человек было, все сидели в одиночках. Значит, я уже выходил, 45 суток, заканчивался третий срок 15-суточный. Завезли ребят, которые хлопали на Советской. Весь ИВС стоял на ушах, они всех уголовных в камеры. Там в 4-местных камерах, говорят, по 6 человек. Как они не знали туда, чтобы всех рассадить по одному. Таким образом, они как бы рубят коммуникации, чтобы люди не общались. У меня такие мысли были. Я, 50 на 50. Я думал, в принципе, я такая не центральная как бы фигура, но активист-активист. Вот, жутко не люблю Лукашенко, прямо до ненависти, но это ж, так сказать, не повод садить человека там после 30 суток добавлять. Вот. Но оказалось не так. Значит, что произошло? Меня вывезла машина ИВС, там есть штатная машина, которая перевозит арестантов. Катали минут, не знаю, 40-45 по городу, закрыто в пенале, ничего не видел. Очень душно было. Остановок было несколько. Я потом понял, что за остановки. И высадили меня в конце улицы Барыкина. Туда уже под Ибизную, где химзавод. Там СУ какой-то 135-я. Там редко бываю, не знаю тут район. Ну и все. Поскольку я 30 дней не был, я отошел от машины, они поехали. И буквально через минуту-полторы я не успел даже телефон вынять, чтобы включить. Вот, значит, тут нависли на меня какие-то молодые ребята, человека 3, наверное. Вот. Я хорошо что заметил, что наручники у одного есть, я понял, что это милиция. Вот. Но хотя, так сказать, рефлексы мужские начали работать на то, что, понятно, со спины прыгают явно не лица с добрыми намерениями. Все, они меня заковали, я особо не сопротивлялся, кинули меня в пятерку, которая подъехала потом, когда заковали меня, и отвезли в советское ОВД. Никто не представлялся. Они просто шли, я краем глаза видел, что идут ребята. Идут ребята. В цивильной, да, в цивильной одежде. Идут в масках, в черных в этих. Сейчас все ходят почти в масках. Все. И с криком, зачем нарушаете, что у вас в пакетах? За правую руку сразу наручник так. И они, выкручивая наручник, заводят руку назад. Вот. То есть не представлялся ни майор. Как потом оказалось, у них не были включены вот эти нагрудные камеры видеофиксации. У них ничего не было. У них была четкая задача. Значит, спровоцировать меня, как я потом понял, на какую-нибудь стычку с ними, потому что знали мой характер, вспыльчивое отношение к милиции. Я мог бы, конечно, не сдержаться, там, залимонить какому-нибудь молодому человеку, это была бы уже уголовная статья. Но я вовремя увидел наручники. Я сразу понял, что это менты. Вот, они завезли меня туда, значит, очень грубо обращались, тут первый раз, по сравнению даже с ИВС, там жестко держат, эти вообще, четко работает команда, четко по наводке. Сидел уже человек, лежали сканы моего паспорта, я сразу заметил, Старлей, значит, меня брал, я выясняю, кто это, значит, майор, был старший по званию в форме, старшина водитель и 3 человека в гражданке.
Их было больше, но брали трое. Я потом заметил, стояли еще пару человек. Скорее всего, кто-то снимал. Но я уже не заметил. Потому что там пакеты, я обременен этими вещами, там полетело, все разорвалось. Да вот, значит, протоколы на меня дело шил Старлей. Вот эти, значит, я их хорошо помню, я их найду. Я их обещал, я их найду, я их опубликую. Эти люди, как я считаю, ну, реальное похищение. Они меня похитили, я ничего не сделал. Ладно, там эти первые 15. Если этот закон бородатый 114, ладно, они его пришили, я по нему отсидел. Но нельзя ни в какой стране мира, считающей себя демократической, хватать человека на улице, ковать его в наручники, 2 часа держать вот так. У меня широкие плечи, лопатки, я чуть выдержал. Ну вот. И еще издеваться там надо мной в этом советском УВД. Кстати, потом и угрожать начали. Вот эти люди, которые были, они угрожали, сказали: у тебя есть семья, это еще молодой мужик, подумай, что ты делаешь. Ты знаешь, как бывает, и 328 люди получают неожиданно. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот. То есть, я сказал, пошли вы все прямо и далеко. Хотите пугать, пугайте. Хотите стрелять, стреляйте. Я говорю, вот эти пустые разговоры ни о чем. Я говорю, это дело, вот, которое сейчас не помогу, пишите, что хотите. Я говорю, в ваших вот этих всех махинациях я не участвую. Сел и все. И начал их там выстраивать и говорит: хватит жопы лизать, сколько вы будете выполнять преступные приказы. Вот. Они поняли, что человек упер, ну смысла нету, ну что, я не сдался все равно. Вот этим делом я сказал, ни майору не прощу ни этому капитану, ни этим ребятам. 2 я запомнил в лицо. Один такой на хомяка похож, толстый, а второй худой. Никакие суды, потому что суды, менты — это одна и та же шайка. Одна и та же. То есть они по звонку, я вижу, судья, последний суд, когда выходил уже по 3-му делу, он вышел, они постоянно звонят, с кем-то советуются. Это одна и та же банда, это реальная банда. Они называются государством, но это маленькая вот банда, которая захватила власть. Пока нет у нас четко сформулированной законодательной возможности вот такие случаи пресекать. По какой причине? Потому что законодательная власть, исполнительная власть и вся, в принципе, вертикаль власти — это одна банда. То есть люди, которые наплевали на Конституцию, на Гражданский кодекс, в принципе, на все законодательство, используют его как крышу, как инструмент для достижения своих целей. В данном случае в избирательной кампании, чтобы их человек, который это все спонсирует, остался у власти, потому что они знают, что если власть поменяется, придется отвечать. Вот. Жаловаться в прокуратуру, в какие-то другие надзорные органы, в УСБ, может, какое-то, смысла никакого нету. Мы уже это по 15 ноября ходили, абсолютно никакого. Файзуллин там сидит, полковник, он четко манипулирует всеми этими фактами, и правды там нет. Поэтому только обнародование, только показу, кто на самом деле является тем, кто выставляет себя служителями закона в нашей стране. Только так. По-другому нет. Тем более они не понимают, что садя нас в ВВС, они настолько закаляют. Я лично закалился. Да, морально тяжело. Я не питался тем, что дают. Я питался только тем, что приносит моя жена. Я 5 суток голодал. 52 года мужику. У меня давление, у меня там какие-то проблемы есть еще другие. Но я вышел и объявил им просто, что вот в связи с тем, что меня незаконно задержали, я считаю это преступление. И сотрудники ВС в этом тоже участвовали, поскольку меня в засаду завезли. Меня провожал сам начальник ВС тогда. Сидел, мне на прощание сказал: я не говорю вам прощайте, я говорю вам до свидания. И вот меня тогда хлопает это. И он ушел уже в отпуск. Уже последний раз он меня не провожал. Вот он подходил, интересовался как. Ну, я понял, что я у него особый клиент, потому что когда я объявлял голодовку, мне потом арестанты говорили, они бегали по всем этажам, там раз, два, три сидят люди. Вот и спрашивали: вы не отказываетесь от питания, вы не объявляете голодовку? То есть, ну, боялись, что это будет массово, а массовость — это уже как бы для них проблема. Голодовку объявил, чтобы поняли все заключенные, арестанты, которые там сидят. Ну, вот, и чтобы, не знаю, как-то привлечь к этому внимание, может, думал, за забор как-то дойдет. Но, к сожалению, больше 5 суток я не выдержал. Но проблемы начались с давлением, и пришлось ее отменить. Иначе бы, ну, были бы серьезные проблемы со здоровьем. Вот. Я еще думаю, здесь понадоблюсь так немного. По финансовой помощи, да, жена говорила, что приходили деньги на карточку. Что-то в районе 250 рублей пришло. Но это существенная помощь, потому что у меня оборвался как бы денежный поток, когда сел. Вот, я переживал, что будут какие-то, так сказать, карательные. Ну, ребята, которые со мной, они как узнали, за что меня задержали, сразу вопросы закрылись, как бы. Ну, финансовых претензий нет, ну и работы нет, но тем не менее вот, бескровно вышел. Вот, и 2 листа было, одна с Мариной Горки девушка написала, и еще один лист
там что-то неразбор, ну, с поддержкой такой. Листы очень помогают. Вот когда сидишь и когда приносят тебе слова поддержки, тем более ты одиночка, это у тебя нет а я общительный очень. Мне вот не говорить там сложно, я уже с голубями пытался разговаривать, там их много. Но кроме гули-гули они ничего не понимают, поэтому вот так вот. Я считаю, что да, поддержка в любом случае любая нужна. Но самая главная поддержка это в суде и при выезде. Я буду много пропанов давать, сейчас буду писать видео, буду привлекать к этому людей, собирать деньги на бензин, чтобы дежурили группы. Потому что если ребят, которые заехали на выезд, поддержишь, они уже с этой дороги протестной ни за что не сойдут. Потому что многие сидят там и по 30 суток говорят, ну мы не чувствуем, ну вот реально попали. Вот. Были люди, которые некому даже передачи посылать, они не знали. Один парень был 6 дней, не знали, где он, родственники. А ближайшие родственники в Речице. Смотрите, менты больше всего боятся гласности. Почему они меня взяли? Улица была пустынная. Чтобы меня встретили, хотя бы одна машина была, чтобы кто-нибудь достал фотоаппарат, телефон, этого бы не было. Они как огня. Они меня шили мне это дело при полностью выключенном свете советского РОВД. Там такой внутренний дворик выходит, окна во внутренний дворик. Мы там нигде не было света. Нигде. Завезли в одной машине, вывозили в другой машине. То есть, ну, прятались, они реально прятались. И когда я им говорю, ребята, что вы, ну, опомнитесь, ну, это же, блин, незаконно. Вы же, ну, подставляете себя, вот эту, там молодые пацаны совсем. Вы же подставляете под уголовку. Это же в любой стране уголовно наказуемо. Вот, ну, в любой, кроме, там, я не знаю, Африки какой-то. И когда мы опубликуем, что вот этот молодой парень, который, возможно, гуляет с девушкой, и собирается девушка за него замуж и посмотреть, чем он занимается. А этот молодой водитель, старшина, который нагло, я ему в отцы гожусь, а он мне нагло стоял и грубил, несмотря на то, что я там ни одного матерного слова не сказал. Его бабушка или дедушка узнает, чем внучок занимается. Вот. То есть они занимаются политическими преследованиями, методом похищения детей. И вот когда это, они вот этот страх как боятся, я просто вижу, когда это говорю, у них просто страх. Они, понятно, они выполняют просто команды, это даже не приказы, это даже, я не знаю, не какие-то служебные, это просто команды хозяина. Им велят. У них испуг в глазах. Я потом, как, они мне даже потом воду приносили, брали, крутили меня, унижали, а потом принесли воду. То есть нельзя это ни в коем случае оставлять. Тактику нужно менять не с головы, а нужно менять с пятки, как я считаю. Смотрите, сейчас очень много арестованных людей. Ну, прям безобразие идет полное. Я вот 45 дней был в изоляции, я вот еще не спал, кстати, вышел. Я вот завалил себе этой информацией, просто спать не могу. У меня вот все кипит от возмущения и гордость одновременно, что наконец-то люди оторвали попу от дивана. Уже какое-то движение пошло. Как нужно делать? Можно поменять тактику через поддержку активистов, которые сидят в ВВС, заезжают. Каким образом это происходит? Они заезжают обычно по выходным дням. По понедельникам обычно суды. Нужно собираться идти в суд. Это легальный метод как бы участия во всем этом безобразии. Идешь в суд, фиксируешь и распространяешь информацию. Одновременно помогаешь активистам. Там молодые пацаны сидят в суде, заезжают. Они два слова не могут связать, они неопытные. Это первое. Второе немаловажно. Уже, наверное, 5 или 6 случаев, я знаю только по Гомелю, по Гомельскому ВВС, значит, повторные 15 суток дают при выезде. Когда выезжают, завозят в такое безлюдное место, хватают и сразу новый срок шьют. Если будут и контролировать их, будут ездить машины за ними, вот, и показывать, как это, может, с этой стороны стоит зайти. Потому что в суд мы имеем право зайти, все заседания открытые, следить мы за ними тоже имеем право. Их преимущество в чем? Они используют законодательство как хотят, и они все делают скрытно. Они все делают скрыто, они хватает, мы не можем. Молодечного ребята попробовали, сразу одного парня. Молодцы, ребята. Я знаю город Молодечный, на Нарочи жил. Там ребята такие нормальные, северные эти живут. Поэтому тактику менять. И тем более, что помощь активистам, которые находятся в УС, это обязательно продукты. Мне ребята помогали, большое спасибо. Жена возила, и, как правило, они не едят, они отказываются от еды этой. Потому что еда ее покупают по 4 рубля, а продают за 14. Это уже доказано. Используют ВВС труд тех людей, которые сидят, они им выполняют текущие строительные работы. При мне продол перекладывали возле двориков. Перекладывали армяне, которые ждали депортации. 100% где-то договора актов выполненных работ. Убирают все, у них арестанты полностью. Понимаете? И когда я начинаю с директором говорить, мне сразу начинают бегать глаза. Надо бить их, не жалеть их, надо бить в самые уязвимые места. Если не позволяет закон бить их, прошу прощения, если закон не позволяет бить их естественным путем защищаться,
Потому что у людей нет оружия, нет права защищаться от ментовского беспредела. Надо использовать их слабые стороны и бить. И собираться надо. Сейчас самое важное, на мой взгляд, не терять динамику. Вот сейчас динамика пошла на фоне того, что задерживают, ну, формальных, так сказать, политических лидеров. Это Бабарика, Тихановский, еще там несколько. Я еще просто не всю информацию усвоил, не отложилось в голове. Вот. И хочу обратиться к вам. Ребята, просто так эта власть не уйдет. Какие-то жертвы необходимы. То есть жертва 15 суток ВВС, поверьте, это небольшая. Я тоже потерял все рабочие контакты за 45 дней. Ребята как бы мне финансовые претензии компаньоны не выставляют, но и работы нет уже. Вот, поэтому надо переступать через себя, что-то терять. Если вы думаете, что вы будете продолжать жить так же и что-то поменяется, без вас не поменяется. Люди, которые сидят молодежь, сидят пацаны по 25 лет, которые сидят в ВВС, говорят, мы готовы сидеть, давайте мы сделаем так, чтобы в ВВС места не хватило, чтобы у нас некуда было грузить. Что они тогда будут делать? То есть вот реально готовы, потому что они говорят, мы уже пошли, ну назад уже нету, или нам депортация после, убегать после, ну не дадут же жизни. Вот мне, например, точно не дадут. Потому что мне менты в советском РУВД конкретно, ну не так, что уже говорили, угрожали, а так мимоходом говорили. Ты там думай куда, ты там пацаны есть знакомые в Чехии. Ну понимаешь, кого я имею в виду. Ну. То есть надо это чем-то рисковать. Если вы хотите жить в стране другой, вот, надо чем-то жертвовать, какие-то жертвы приносить. Хватают вас, не бойтесь, там не издеваются. Если боитесь уголовников, не трогают уголовников. В ВВС, по крайней мере, уголовники полетят, это точно. И относятся к уважению, потому что, в принципе, по их идеологии мы тоже боремся с властью.